Мы идем по Северной Пальмире, по городу-музею, на оперу Нюргун-Батур, которая состоится на сцене Мариинки, главного музыкального театра страны. Пройдет время, и придет осознание этого грандиозного события. Как говорит режиссер спектакля Андрей Борисов, богатыри Верхнего, Среднего и Нижнего миров разворачивают целые сражения за спасение души человека. Олонхой – это не только о народе Саха, это о мировой культуре в целом. Согласитесь, звучит актуально сегодня. Ну что ж, дорогой мой зритель, окунись в волшебный мир якутского эпоса. Впервые открываем такую дорогу Олонхо. Именно в Москве, в Питере. Помогаем духовно. Сейчас духовность у людей очень, так сказать, по-разному. У нас помогает это именно эпос Олонхо. Молодые, талантливые сейчас артисты театра Олонхо. Павел Колесов, Лена Аленова, Анастасия Алексеева. У них будет очень светлое будущее. А как вы работаете со своим голосом? От настроения очень, у нас очень зависит. Иногда хочется, вообще не бывает. Потом вдруг какое-то чудом иногда вот открывается. Олонхо, создание мира, до рождения Иисуса, до Аллаха, до Будды. У нас, например, самая древняя именно религия. Магия из этого входит, клыхах. Самый древний горловое пение. Какие-то мистические моменты с вашим голосом бывают? Открывается какой-то вот это ситуации, например, да. И вот сам не узнаешь, кто поет, да. И вдруг другой тоюк поют. Вот я вот часто вот с этими встречаюсь. Я когда-то в гастролях бывает, да. Иногда вот это даже в репетициях бывает. Совсем другой вдруг тоюк, именно без репетиции. Ага. Это очень странно, конечно.
С захода Сарана, вот этот вот какой-то очень самобытный этот Айо-Юна, да? Его костюм на самом деле у нас уже был разработан в театре Олонхо, и практически мы его уже позиционируем как костюм Алгасчита. Мы его уже возводим в такой в некий канон. Идею подал Андрей Савич Рисов сам. Я отказалась делать чисто этнографические костюмы, причем Андрей Савич эту идею одобрил. Летом, мы еще начали работать весной на самом деле. Летом я читала Олонхо Платона Алексеевича Аюнского, и в основном опиралась на это Олонхо. Кыска Скайдан на самом деле у меня они как антиподы Аюмсур и Кыска Скайдан. Отказалась от использования и натурального меха, и искусственного меха. Затем Андрей Савич говорил, что он хотел бы видеть какие-то отголоски шумерских костюмов. И вот особенно это прослеживается в костюме Тюэнямагол, это отца Туярамако. И в костюмах в первой картине у хора, у женского особенно, и у мужского фантазии на тему шумерских костюмов. С Андреем Савичем вообще мы пришли к выводу, что Нюргун Бортур – это сгусток энергии, да? Скажем, такое ядро Земли, которое до какого-то времени сдерживалось, а когда наступила беда, то выпустили эту энергию, и она, скажем так, уничтожила силы злые. Персонаж Сорок Боллур, да, такой, при появлении которого всегда зритель улыбается. И мы знаем уже этот устоявшийся его образ. Вот тут вы внесли тоже, мне кажется, немножко... Смикшировала комичность, да, персонажа. Идея спектакля – это духовность. Сорок Боллур – это как вестники. Мы работаем очень давно с Михаилом Егоровым. Он сценограф, я делаю костюмы. И слава богу, наш творческий союз, он такой достаточно плодотворный. До этого был князь Игорь, Рубадур, и третий спектакль – это Нюргун Ботур. Студенткой сыграли Туярамако. Для многих
Якутян уже, наверное, запомнился в этом образе. Этот спектакль чем отличается? Новая оркестровая аранжировка параллельно с симфоническим оркестром играет национальные инструменты крымпа, варган, хомус, да, и участвует хор Государственной филармонии Республики Саха-Якутия и театр Олонхо. Гениальность этой оперы то, что идет академический вокал и параллельно идет горловое пение, да, тоюк. Первые сорвали аплодисменты. Что закончили? Какое у вас образование? Я закончила музыкальное училище имени Марка Николаевича Жиркова, а также Арктический институт искусств культуры у педагога, заслуженной артистки республики, доцента Колодезниковой Валентины Ивановны. Это моя первая большая роль. В партии Туяра Муко 7 песен, и все 7 песен они разнохарактерные. Поется в манере тоюк, подражание манеры кылыгах, украшениями и форшлагами, и разными мелизмами, музыкальными вот этими приемами. Якутская девушка, когда выдают ее замуж, да, девушка носит около 30 килограммов. Угу. А тут вы чувствуете? Ну, это, конечно, не 30 килограммов, но это потрясающее украшение, которое художник Сардана Федотова имеет такой вес значимый. Какие эмоции вас переполняют? Это очень ответственное мероприятие, очень ответственное и очень волнительное, но с другой стороны и очень радостное мероприятие. И выход в таких, конечно, серьезных, выход в таких легендарных, на таких легендарных сценах, которых пели величайшие певцы мира. Это для меня очень важное событие.
Самая любимая роль? То, мне кажется, король Рене из Иоланты Чайковского. Там есть несколько партий. Одну конкретно невозможно назвать. Есть Лепарелло из Дон Жуана. Тоже очень хорошая партия, игровая. Где учились? Уральскую консерваторию закончил, как и наши предшественники. И сразу стал солистом. Как вы сначала восприняли и как начали работать над этой партией? Наоборот, это игровая партия очень. Мне сначала как-то мне не понравилось, потом сейчас вошел в роль, и мне да, потом за счет игры она более как бы выигрышна. Барабудам сөдім мере сөдір бедім Толда сылбын, толлақ, ұстан жылнабыдым Үйді қас болан тоққа өйдім Қаланда болар қасты таргым Күнді болар көдірі толған ұяғыз Қылдар үрім, негі, егім жадам Раньше кто пел? Вот так и да. То я помню, Матвей Лобанов пел, Владимир Заболоцкий, Борис Алексеев, Александр Емельянов, кстати, пел тоже. Костюм интересный, вот я вот снял же главную, у меня как у скорпиона, там голова там змеи, змея должна жалить Юрюмолана, короче, вот. Грим и костюмы, они очень помогают войти в роль. Доволен, очень постановка интересная. В Мариинском театре очень здорово встретили зрители.
Ботур — это особенный для нас спектакль, потому что, скажем так, я раскрою такую небольшую тайну, что, возможно, это будет такая, скажем, трилогия, да, о которой мечтает Андрей Саич, что, возможно, это будет некое продолжение в спектаклях театра Олонхо и Саха-театра. Это возможно будет, и мы мечтаем об этом. Вот, и к Нюргун-Ботуру мы шли десятилетия, скажем так. А вот это начиная с Илья Ботура в театре Олонхо и далее, далее, далее. Для нас это очень ответственный шаг. Вот, и для меня это было особенно волнительно. А Нюргун-Батора в то время кто играл? В общем, добавь. Иван Прокофьевич Степанов, Тарас Местников, Матвей Лобанов вот у Сутаки пел. В чем отличается вот эпическое пение и вот ваше академическое пение? Для этого нужно оперный голос, чтобы пробивать большой оркестр и наполнить зал. У фольклорных певцов у них натуральный кылгах. Натуральный кылгах – это вообще уникальное явление в нашей культуре. А в оперных певцов кылгах имеется, но он такой специфический. Получается, форшлаги называется. Форшлаг. Для оперных певцов кылгах не рекомендуется. Мы выходим из ситуации и используем форшлаги.
Постановщик Андрей Савич Борисов, он ставил классическую оперу как оперу. Ну вот сейчас, поскольку сколько лет прошло с того времени, и он как-то созрел или совсем, или время пришло, вот начинается уже синтез этих культур. И фольклор якутский, и опера, балет, и, конечно же, вот это использование народных инструментов. Хамус, кырымпа и вот ударный инструмент. Показывает богатство музыкальной, эстетической, этнической, якутской культуры. Наша гордость выступать на большой сцене, где пели корифеи русской культуры, корифеи мировой культуры, Большой театр. Вопрос вот насчет костюма вашего. Как будто вы прямо в нем и родились. Когда вот одеваешь, другое ощущение, а когда вот со стороны смотришь, совсем другое. Ну, это, конечно, волшебство наших художников и постановщиков. Костюм вообще помогает в раскрытии образа? Костюм всегда помогает. Это для нас и защита, как говорится, от волнения. И, конечно же, это дополнение, чтобы образ создать.
Как вам опера? Прекрасно. Во-первых, костюмы великолепные, очень высокая постановочная культура. Ну и очень интересно, прекрасные артисты. Спасибо огромное. Я желаю успехов. И художественному руководителю Борису, он замечательный человек. Всем очень понравился. Поэтому спасибо большое. Уже не первый раз ходим на представления наших земляков, да, поэтому всегда только положительные эмоции. Всегда выходим с улыбкой до ушей. Прекрасное исполнение, прекрасная хореография, прекрасная работа художника. Замечательно, спасибо большое. Как вам опера в целом? Как вам исполнение? Чувствуешь душой, даже несмотря на то, что слов ты не понимаешь. Просто, очень проникаешься историей.